Ну вот она, индивидуальная программа. Я ее не могу, значит, представить на детальный разбор и знакомление, потому что она направлена в правительство, направлена Максимом Станиславовичем Орешкиным. Мы с его командой подробно обсуждали. Она очень смелая, очень амбициозная, совершенно меняющая подход, в том числе и к распределению доходов региона. Но очень важно, я уже коснулся этого вопроса, еще раз хочу напомнить. Мы подошли не с точки зрения «дайте нам денег, у нас не хватает». Нет, мы учли три важные компонента. Первое, конечно, при том объеме налоговых и неналоговых поступлений во все уровни бюджета надо учитывать ту базу, которая находилась в республике к 2016 и 2017 году, по объему дорог в ненормативном состоянии, по социальной инфраструктуре. И, конечно, в периоде 3-5 лет расходы, именно в том числе капитальные, они будут выше, чтобы довести до уровня, который обозначен в указах президента на нацпроектах. И это надо учитывать. И посмотрите, какой объем дотаций предоставлялся республике. Мы с этим разобрались. Год я не появлялся в Минфине. Сначала мы показали эффективность работы команды, централизация закупок, сокращение расходов. Вы помните, первое, с чего мы начали, у каждого министра было по 5-6 заместителей, мы сократили 32 единицы. Мы начали с себя. Поэтому первый блок – это программа финансового оздоровления. Второе, и это важно, это на самом деле ключевой элемент, это моя личная ответственность за выполнение тех обязательств по развитию экономики, которые мы здесь указали. Они очень амбициозные, они максимально конкретные, 52 инвестиционных проекта. Некоторые уже реализованы, некоторые реализовываются. Но 52 проекта нам дадут возможность к 2026 году иметь консолидированный бюджет республики 99 миллиардов рублей. И третий момент, безусловно, это проект «Бережливая республика». Мы еще раз сейчас все внимательно просмотрим, картируем все, хотел сказать, бизнес-процессы, все управленческие процессы, чтобы прийти к оптимальной штатной структуре от муниципалитета и подведы до республики и подведы. Точно понимаем, что мы даже по этому году еще сократимся где-то на 1,5 миллиарда в расходах. Боюсь говорить больше, на 1,5 миллиарда точно. Необязательных, неэффективных расходов. Поэтому шансы не буду оценивать, но убежден, что это единственный правильный выход.